На неделе состоялась деловая встреча с предпринимательским сообществом Ибрисинского муниципального округа. В рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы на площадке централизованной библиотечной системы Ибрисинского муниципального округа состоялась деловая встреча с предпринимательским сообществом. В мероприятии приняли участие индивидуальные предприниматели крестьянского фермерского хозяйства, средний и малый бизнес всех форм собственности и самозанятых Ибрисинского муниципального округа. Главным направлением мероприятия было совместное решение проблем предпринимателей в округе, коммуникация между участниками, подбор эффективных мер поддержки бизнеса в каждом отдельном случае. Заместитель министра экономического развития и имущественных отношений Лариса Рафикова отметила, что средний и малый бизнес играет огромную роль в социально-экономическом развитии Чувашской республики. Мы периодически встречаемся с налоговой инспекцией Чувашской республики, задаем им удобные, неудобные вопросы, но тем не менее эти встречи должны проходить. Мы часто встречаемся с бизнес-объединениями, это «Опора России», «Деловая Россия», потому что на этих площадках мы тоже обсуждаем острые проблемы развития предпринимательства в республике. Поэтому вот в район мы к вам доезжаем, но если у кого есть желание, время и возможности доехать до Чебоксар, у нас на сайте Минэкономразвития размещен календарь событий, который вы можете зайти и посмотреть, какое вас мероприятие интересует. Мы много проводим с отделом потребительского рынка закупочных сессий, встречаемся с нашими сельхозтоваропроизводителями, общаемся и делаем им переговорные площадки с представителями федеральных сетей. Поэтому каждый куст мы пытаемся охватить. Не раз я говорила в своем выступлении, что развитие туристической инфраструктуры, куда и входит и подъезды и к местам локаций, и сервис, и элементарный сервис, начнем, вот как вы сказали, туалеты, общепит, где турист может остановиться. Мы это начали, поэтому говорю, кто есть желание, государство готово поддержать на создание этой инфраструктуры. Мы как раз занимаемся. Вы, наверное, все слышали, надеюсь, и детки ваши ездили. В прошлом году мы смогли взять грант по соцзаказу на бесплатные детские путешествия. Ну, скажу в 3 словах, чтобы всем было понятно. Оно большое название называется. То есть все детки, которых мы отобрали, вернее, как мы, не лично Минэк, вместе с Минобразованием сделали квоту. Квота на Ибрисинский район тоже была. И мы ее заполняли. Вернее, заявление писали вы, как родители, если ваши дети имеют какие-то достижения в области науки, технологий, науки я имею в виду математики, русского, олимпиадники и так далее. Причем мы не только сделали тех, кто хорошо учится, потому что дети у нас разные, они по-своему уникальны. Это наши дети. Кто-то достиг больших результатов в спорте, кто-то в танцах, кто-то в искусстве, музыкальная школа. Поэтому мы объединили все возможные достижения детей, не только в образовании, я имею в виду не только в школе. И эти дети у нас путешествовали по Чувашии бесплатно в 2-дневном туре, жили в 3-звездочных плюс 3 звезды гостиницах, причем очень колоссальный обратный эффект положительный, как от родителей, так и от детей. В этом году мы также смогли отстоять этот грант, и нам дали не на 3000 детей, а на 5000 детей. То есть мы опять увеличили эту поддержку. Это ведь тоже наши дети, это кошельки, условно говоря, родителей. Это же все делается бесплатно за счет государства. Вот скажите последний раз, когда вы возили своего ребенка сами в Чебоксары и показывали? Это музей национальный, это Сурский рубеж. Поднимите руку, кто последний год буквально взял, посадил в машину и повез своего ребенка по Чувашии. Поверьте. Я хочу сказать, родители тоже очень были впечатлены, потому что дети приезжали вот с широко открытыми глазами и рассказывали, насколько наш уникальный край. И что они видели, что они
услышали, в каких гостиницах хороших они жили, в каких кафе и ресторанах их кормили. То есть это настолько было выверено, чтобы данный тур действительно соответствовал тем стандартам, которые нам предъявил Минфин России. Поэтому в этом году, так как у нас объявлен годом счастливого детства, мы смогли за счет республики, это дети, которые путешествовали по соцзаказу за счет федеральных средств, это 5-9 класс, мы сейчас сделаем продукт на 3-4 класс детей и 10-11. 10-11 это профориентационные туры, это посещение наших промышленных предприятий, как называется промтуризм и так далее, да? А 3-4 класс это однодневные туры, потому что 3-4 очень сложно на ночь оставить без родителей, все-таки это маленькие детки, тоже будут путешествовать по самым лучшим местам. И мы обязали муниципалитеты, мы обязательно скоро к вам приедем всей делегацией Кабмина, обязательно приедем в те локации, которые заявил и Бресенский район, что у вас посмотреть, и посмотрим, а насколько ли готова инфраструктура принять детей и туристов. Ведь туристов мы тоже готовы включить в наши национальные маршруты. Это тоже своего рода средства. Это развитие и общепита, и тех магазинов, которые у вас здесь находятся. В принципе, это дополнительные, скажем так, средства. Поэтому вот к вашему вопросу, вот как раз мы готовим эту инфраструктуру, отрабатываем на тех объектах, которые нам заявили. Вы, наверное, не курируете образование. Вот сколько у вас квота? Я просто, вот, к сожалению, не взяла с собой материалы. Какую квоту мы определили на ваших детишек и Бреси. Поэтому тоже в этом плане будьте активными. С детишками в систему. Там тоже отбор очень честный и правдивый. Там не знаю ни одну фамилию, имя, отчество. Там ребенок ваш прошел по отбору, там 5 грамот загрузила, мама успела. Это как, знаете, в очередь в класс стать, в школу. Мы же подаем заявление в школу. Точно такой же отбор, чтобы было все честно, чисто и прозрачно. Открытый диалог помогает выйти на новый уровень общения в бизнесе и личной жизни. Нет, у нас что о бизнес, о промышленность. Тогда может быть формат вопроса-ответа. Надо забыть, у нас страну надо поднимать, район надо поднимать. Тогда давайте так, вопросы вы задаете про туризм, к сожалению, не я задала, поэтому... С вопросами нефинансовых и финансовых мер поддержек и выходом на экспорт выступили начальник отдела развития предпринимательства Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашии Евгений Павлов. Потом уже идет такой диалог, вопрос-ответ. Потому что, допустим, задали вопрос по самозанятым. У нас по самозанятым есть мера поддержки по линии подведомственных учреждений. У них есть микрофинансовая поддержка, то есть микрокредиты под льготный процент для самозанятых. Да, возможно, она отпадет, да. Да, то есть вы еще не услышали эту меру поддержки, а вопрос как бы возник. Поэтому предлагаю всем послушать спикеров для начала, а потом уже поработаем в форме диалога со всеми с возникающим вопросом. Ну давайте тогда вам, Евгений Валерьевич, давайте слово. Начну тогда я. Меня зовут Павлов Евгений Валерьевич, начальник отдела развития предпринимательства Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики. Ну вот вопрос по самозанятым как раз услышал. Хочу сакцентировать внимание. В прошлом году, в 2022 году, рост количества самозанятых в Чувашской Республике более чем в 3 раза произошел. Это к вопросу информированности, то, что вы сказали, не все знают, не все информированы. Нет, многие знают, и это очень хорошо, что такой рост у нас. В целом, благодаря всем мерам поддержки, которые действуют и по линии по ходу реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и развитие индивидуальной предпринимательской инициативы». И у нас действует индивидуальная программа социально-экономического развития региона, а также у нас есть вот субсидия, о которой ранее мы говорили, это региональная мера поддержки. Благодаря всем этим мерам поддержки в 2022 году у нас рост субъектов МСП, рост самозанятых и рост количества людей, занятых в этой сфере. То есть и те, кто работают, и сами предприниматели. На сегодняшний день у нас 186 600 человек, занятые в этой сфере. Это очень большой показатель. Это 1/3 занятых вообще в республике. То есть это очень существенная цифра, благодаря всем этим мерам поддержки со стороны государства. Я хочу рассказать о мерах поддержки финансовых, которые действуют по линии Минэкономразвития.
А мои коллеги расскажут уже из подведомственных учреждений о финансовых и нефинансовых мерах поддержки по линии подведомственных учреждений Минэкономразвития тоже. Ну, давайте начнем с социального предпринимательства. Вот на слайде вы видите, что такое социальное предпринимательство. Организация отдыха и оздоровления детей тоже может быть, либо культурно-просветительские мероприятия, тоже можно попасть в реестр социальных предпринимателей. Грант у нас для социальных предпринимателей от 100 до 500 тысяч рублей. Грант можно потратить на такие цели, как закупку оргтехники, закупку каких-либо товарно-материальных ценностей для реализации этого проекта. Средства гранта нельзя тратить на покупку земельных участков, автомобилей, уплату каких-либо налогов. На это грант тратить нельзя. Средства гранта надо потратить обязательно в течение года после получения. В этом году планируется прием заявок на данный грант в первых числах июля. В июне, значит, на сайте Минэкономразвития будет информирование по данному гранту. Чтобы предприниматель мог участвовать в данном гранте, вам нужно обязательно пройти обучение в центре «Мой бизнес». Вам об этом сейчас расскажут. Обучение оно бесплатное, хочу подчеркнуть. Вас потом вносят в реестр социальных предпринимателей, и вы можете уже со своим проектом выходить на получение гранта. Это у нас 345-е постановление Кабинета министров Чувашской Республики от 28 июля 2021 года. Можете найти в интернете. Я вам сейчас, потому что назвал основные критерии. Фонд развития промышленности, кого интересуют такие уже глобальные региональные программы поддержки, тоже можете изучить. Мы поддерживаем малый и средний бизнес и самозанятых. Был вопрос как раз по поддержке финансовой самозанятых. У нас вы можете получить микрозайм на сумму до 500 тысяч рублей, ставки от 3,75 до 11,25, в зависимости от наличия или отсутствия залогового обеспечения, на срок до 3 лет. Также, если у вас не хватает залогового обеспечения, вы можете воспользоваться поручительством гарантийного фонда. В этом случае высока вероятность того, что ваша заявка на получение микрозайма пройдет. Также для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц мы также предоставляем микрозаймы на срок до 3 лет, на сумму до 5 миллионов рублей. Ставка также стартует от 3,75 и финишируем мы 11,25. В зависимости от того, есть залоговое обеспечение, опять же, или оно отсутствует. Также индивидуальные предприниматели и юридические лица могут воспользоваться поручительством гарантийного фонда, что, опять же, повышает вероятность одобрения вашей заявки в случае, если у вас не хватает залогового обеспечения. Что касается мер финансовой поддержки. Вот за 2022 год, за 2023 год, первый квартал, с Ибресинского района и с Ибресь нет ни одной заявки, ни одного обращения, соответственно, нет ни одного заключенного договора. Поэтому вы говорите о том, что вам финансовая поддержка интересна, она вам нужна, но при этом вы не обращаетесь. Мы обращаемся, у вас там процентные ставки на словах. 3,75 – это стартовая ставка. Но я отвечу сразу на ваш вопрос. Вы должны учитывать, во-первых, какой вид деятельности, раз – какие у вас финансовые возможности. То есть в любом случае при выдаче микрозайма, естественно, проводится финансовый анализ индивидуального предпринимателя, юридического лица. То есть мы в любом случае должны понимать вашу финансовую составляющую. Не глядя, к сожалению, к счастью, государственные деньги быть выданы не могут. То есть вы обращаетесь, необходимо технико-экономическое обоснование вашей деятельности, да. И дальше уже в зависимости от того, что мы будем иметь на входе, мы можем вам предложить и ставку, и сумму, и срок. Но в любом случае нужно обращаться. Обращались. Попробуйте еще раз. Еще раз. Ну, смотрите, сейчас вы в любом случае финансовую отчетность свою сдали, если вы юридическое лицо. Если вы индивидуальный предприниматель, в любом случае у вас уже год 2022 закрыт, поэтому приходите, обращайтесь, посмотрим, оценим, возможно, что-то получится. Перед финансовыми организациями, в том числе перед агентством поддержки малого бизнеса. Всего у нас заключено 29 соглашений о сотрудничестве, то есть 29 финансовых субъектов могут обратиться
чтобы мы выступили поручителями по вашим сделкам либо по получению кредита, либо по получению займа. Приблизительно 1/3 всех сделок АПМБ проходит под поручительство гарантийного фонда Чувашской Республики. Да, наше поручительство платное, но плата за него совсем незначительна. От 0,5% годовых до 1,5% годовых зависит от вашей деятельности, от того, чем вы занимаетесь. Также хочется отметить, что с 7 марта 2023 года мы в свою комиссию внесли изменения и снизили размер вознаграждений независимо от вида деятельности для тех организаций, которые поддерживают участников СВО, либо являются ветеранами этих действий. Да. Если обращаться к статистике, то всего за период деятельности гарантийного фонда с 2009 года по сегодняшний день было заключено всего лишь 3 договора поручительства с субъектами малого и среднего предпринимательства Бресенского района, что является также очень низким показателем вашей активности. Мы можем поручиться по всем кредитам на все цели, которые связаны с вашей деятельностью, также и по самозанятым. У нас минимального порога нет. Буквально была недавно сделка, мы поручились всего на 50 тысяч, чтобы самозанятому был доступен микрозайм на сумму 500 тысяч, чтобы он приобрел то, что ему хотелось. Но для этого ему все равно нужна была наша поддержка. С учетом нашего поручительства приобретались и основные средства, и пополнялись оборотные средства. На сегодняшний день у Сбербанка есть очень интересная программа. Под поручительство гарантийного фонда на 50% от суммы кредита получают поддержку сельхозпредприятия, которым сейчас нужны деньги на весенне-полевые работы. В нашем портфеле поручительств за первый квартал доля таких организаций по Чувашской Республике очень высока. Призываем вас пользоваться нашей поддержкой, чтобы финансовые средства вам были доступны под выгодные ставки с нашим поручительством. Потому что для банков поручительство гарантийного фонда – это одно из самых качественных обеспечений. Плюсом является еще то, что ваша недвижимость либо ваше оборудование остается свободным. То есть вы можете в течение периода, пока вы должны банку, им свободно обращаться, продавать, менять, реконструировать и предоставить поручительство в удобный для вас момент, когда вам нужны финансовые средства, еще раз повторю, от 29 финансовых организаций, в том числе и от Агентства поддержки малого бизнеса и от Фонда развития промышленности. Предпринимателя. У нас иногда думают, так вот я сижу, слышу, 10 миллионов мало, ну сколько? Ну 100 миллионов мало, 150 миллионов будет мало. Здесь поддержка, она для того, чтобы вы не упали полностью, чтобы вы дальше смогли пойти. За вас полное государство не сделает, бизнес не разовьет. В первую очередь это от предпринимателя инициатива. Теперь о бизнес-инкубаторе. Значит, мы пишем бизнес-планы, пишем их много, пишем их хорошо. Для предпринимателей эти бизнес-планы бесплатные. Будете получать кредиты, субсидии, гранты. Нужны будут бизнес-планы по субсидии, по квоте, которую дает министерство, 60 бизнес-планов на год. Это достаточно хороший квота, мы эти бизнес-планы пишем. Это первое. Второе, вот сейчас с отделом экономики разговариваем. Они вас избаловали тоже в какой-то степени. Раньше они помогали, практически за вас делали конкурсные заявки, потому что нет инициативы. Вот. Ну, такая бывает практика, ничего там плохого нет, надо откровенно сказать. То есть сидят, делают за предпринимателей. Ну это смешно же. Консультировать, подсказывать можно. Но опять же, можно быть скромным человеком, не хотеть как-то вот выпячиваться, все думать, что это какой-то выпендреж. Сегодня время другое немножко. Сегодня показывать себя надо, выходить на плоскость. Вот. И скромность, она где-то хорошо, а где-то надо немножко напористее быть. И бресенцам не хватает этого. Я почему так говорю? Потому что у меня отсюда с Липовки мама и папа. Там они познакомились, там я, как говорится, начинался. Вот. Теперь конкурсы предприниматель года. Сейчас на неделю продляем. Да? И Бресенский район сколько заявок, как думаете? 0. Никого. Неужели нет никого достойных? Никого. Специально проанализировали, и Бресенский район не участвует. Но мы проведем без него, но опять мимо вас проходит. А когда награждает глава республики, как в прошлом году, на Высшем экономическом совете, там приехали гости с Приволжского федерального округа, награды дали, диплом, все, потом предприниматель поехал, этот диплом разместил, подарок ценный получил. Ну же приятно. И району приятно, округу, да сейчас? И округу приятно, и вам приятно. Поэтому в этом смысле мы можем сколько угодно там иногда как-то посмеиваться, обсуждать, но не можете задать вопрос на общее. Подойдите, визитки полные карманы у всех.
Приедьте, ко мне приедьте, на 4-м этаже вот этого здания. Присядем спокойно, чай попьем, если не хотите при всех. Объясним все как, что. Договорились? Тем более, вот еще раз говорю, у меня особая ответственность перед Дебресинским районом. 370989. Кабинета. 409. У вас там. Так, уже закругляясь, консультации по юридическим бухгалтерским вопросам всегда они есть. Предприниматель, он и печник, и плотник, и по мышам охотник, всем это известно. Вот, и поэтому бухгалтерия и юридические вопросы тоже к нам, вообще весь центр «Мой бизнес» консультирует. Поэтому куда бы ни позвонили, везде вы этот вопрос решите у себя. Ну и обучающие семинары, об этом Лариса Анатольевна уже сказала. Контакты, Минэкономразвития, QR-коды, значит, на Телеграм, на ВКонтакте. У нас Центр экспортной поддержки. Вам есть что сказать? Да, скажи. Я думаю, да. Хотелось бы отметить, что в этом году у нас Центр экспортной поддержки на уровне федерации, извиняюсь, в прошлом году, да, в 22-м, несмотря на очень сложные условия, мы все это знаем, одна из лучших практик в России. Значит, относительно нашей поддержки, она может быть для большинства не такая актуальная, как поддержка других институтов. Но на что мы нацелены? Мы нацелены на поддержку действующих экспортеров и тех, кто собирается, или даже тех, кто не собирается. Сначала, наверное, вот эти институты пройти, да, накопить жира у нас на внутреннем рынке, уже потом задуматься о внешних рынках. Но бывает у вас даже такая ситуация, к вам приходит какой-нибудь узбек и хочет у вас чего-то купить, условно мешок картошки. Вот, и вы оказываетесь в ступоре, а как этому узбеку оформить договор? Он же иностранец. Подробно остановились на вопросах по развитию туризма и государственной поддержки по линии Минэкономразвития Чувашии. Обсудили действующие и новые меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Туризм – это комплексное явление. Если мы не решаем одну проблему, мы теряем, соответственно, в чем? В деньгах, прежде всего. Турист скажет: нет, я сюда не приеду. Проблемы не решены, сервиса нет. Поэтому существуют меры поддержки. Наше агентство, безусловно, информирует, консультирует вас по всем вашим бизнес-идеям, которые касаются туристической сферы. Есть идеи, вот вы знаете, ваш район, ваш федеральный, муниципальный округ, почему-то всегда называют федеральными округами. А вот, вы знаете, это же сердце республики, по сути, да? Если посмотрите на карту, вы находитесь в сердце. У вас 3/4 территории – это леса. У вас рекреационные лесные зоны. Представьте себе, какое поле деятельности для, прежде всего, экологического туризма, да? Представьте себе, у вас прекрасные леса. Прекрасные леса, прекрасные грибы, я не знаю, у вас тут великолепные места, ягоды. А вот я надеюсь, что найдутся у вас люди, которые вот попробуют обратить это все в красивую бизнес-идею. А мы уже поможем с ее реализацией. Мы найдем и финансирование, и поможем составить красивый бизнес-план, вот, например, с Ильей Николаевичем вместе. Это все реальные вопросы. Думайте, все в ваших головах. Соседи ваши, аллаторцы, уж на что район тоже достаточно непростой, но сколько у них реализовано проектов интересных. Вот рядом Зеленая долина, видели, слышали о ней? Буквально в 40 километрах от вас. Это веревочный, знаете, такой полигон, вот наши коллеги сегодня там были, там несколько избушек, там кемпинги. Кстати, вот кемпинги, эта тема очень интересная. Вы находитесь недалеко от федеральных трасс. У вас тут М7 проходит, и М12 проходит, скоро будет проходить, естественно. Что это такое-то золотое дно, уважаемые Мимо друзья? проходит. Ну, мимо проходит. Вот вы правильно заметили, мимо. И деньги мимо проезжают. 4 номера, да, представляете? Ну, может быть и 6, и 8, все зависит от конструктивных особенностей. Второй момент – это финансирование до 50% стоимости всего проекта. Это максимум. И условия федералов очень серьезные. Вы должны после этого, после получения финансирования по данному проекту, 3 года подряд принимать гостей. Это очень важно. Иначе, ну, в общем-то, удачи не видать. Да? 3 года вы должны принимать гостей. А если гостей не будет? Вы знаете, вы нам создайте, мы вам отправим турпоток. Конечно. Создать дело не хитрое. Вот как раз оказывается так. Поэтому спасибо большое. Инициатива нашего вице-премьера, который курирует Минэкономразвития, нашего министра, главы республики, мы согласовали, что мы будем выезжать. Здесь нет никаких каких-то там финансовых составляющих, что на это выделяет республика деньги, что мы их тратим, к вам ездим. Ничего подобного. Хочу вас заверить.
Нам просто важно доехать до каждой точки предпринимателей. Я понимаю, что сегодня пришли сюда те, кому хоть как-то интересно, чем Минэк может помочь, какую там отдачу вы можете получить и от государства, потому что вы там создаете новые места и работаете на территории Чувашской республики. Предприниматели, главы крестьянского фермерского хозяйства и самозанятые получили квалифицированную консультацию и возможность лично пообщаться с представителями органов власти, задавали вопросы про льготные кредиты и озвучивали свои проблемы. Точку притяжения вот как раз где-то у вас по детскому туризму, как федеральной поддержки, так и республиканской. Вы знаете? Ни один вопрос не остался без внимания. Сегодня мы провели День малого и среднего предпринимательства в Бресинском районе. Аудитория оказалась очень активная, вопросов поступило очень много. Наболевшие, поговорили о наболевшем, о том, как мы будем дальше развиваться и какие вопросы сегодня очень сильно волнуют наш бизнес. Постараемся обязательно ответить на все вопросы, помочь в решении некоторых проблем и задач. Мы будем дальше развиваться. Такие встречи мы проводим регулярно на площадках самих округов, поэтому, думаю, это будет наша не последняя встреча. Здравствуйте. Меня зовут Наталья Дмитриева, я предприниматель, работаю в Бресинском районе. Очень рада, что пришла на мероприятие сегодня, узнала много интересного, нового, а главное о мерах поддержки, которые государство выделяет и готово нам помочь. Идей много, надеемся на реализацию с помощью этих программ. Сегодня посетили мероприятие, посвященное помощи малому предпринимательству. Было интересно, уточнили всякие вопросы, нас интересующие. И я собираюсь съездить в бизнес-центр-инкубатор и получить дополнительные сведения, информацию. Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы. Людмила Матвеева, Галина Семенова. Ибриси.